Всем привет! Сегодня я хочу вам рассказать об игре Dark Void. Dark Void — это история Уильяма Грея, пилота, который попал в авиакатастрофу где-то в районе Бермудского треугольника. И тут же он там встретил инопланетян, неких таких роботизированных механизмов, возглавляемых вот такими милыми людьми, которые вы видите на экране. Ну, не людьми, а инопланетянами. Ну и, естественно, узнал об их страшных планах по вторжению, так сказать, на территорию Земли, и эти планы страшные он должен, естественно, предотвратить, используя оружие инопланетное и свое. Ну и, собственно, теперь о том, почему я решил рассказать об этой игре. Я вообще неравнодушен к шутерам от третьего лица, а здесь компания Capcom обещала нам необычный шутер трехмерный полностью, то есть не просто именно 3D, а то, что там можно будет перемещаться во всех направлениях более свободно. Вот сейчас демонстрирует наш герой, как он круто бьет рукой. Как говорится, практически против него ни один робот не может выставить. Стальной кулак, Tekken 15, и вы видите, что просто нет шансов. Ну и, собственно, вот теперь мы можем увидеть именно ту часть геймплея. У героя есть ранец, он снабжен бустером, причем он в двух режимах способен летать. То есть в режиме вот такого медленного, так сказать, спуска, можно так сказать, назвать, наверное, его. То есть как бустер работать, либо как летать, как самолеты летают, прямо и на хорошей реактивной тяге. И вот я сейчас запускаю хорошую реактивную тягу. Как видите, это дает, кстати, игре очень большую тактическую глубину, в принципе, потому что можно, если не удариться головой, это очень, кстати, непросто сделать, можно зайти врагам за спину, например, вот взять пушку и расстрелять их всех. То есть, в принципе, с точки зрения механики, игра действительно очень инновационна. Ну, может быть, не так она инновационна, как просто все компоненты, которые были в играх раньше, удачно сочетаются. Как видите, враги тоже обладают возможностью прыгать как блохи, и все это, кутерьма вот это, и такие спецэффекты, это все очень хорошо. Но в игре есть и недостатки. Во-первых, какой-то абсолютно невнятный сюжет, и его подача, героям абсолютно не сопереживаешь. Вот сейчас вы можете видеть уже, как наш герой летает. Вот он может оседлать технику свою технику или технику инопланетян, это я тоже покажу. Как видите, наш герой вот движется как-то странно, особенно когда бегает. Графика не очень хорошая. Вот эти текстуры какого-то Великого каньона, это вот этот мир, куда заточили якобы этих вот пришельцев, откуда они готовят свое нашествие. Он довольно какой-то неяркий, обыденный. И вот хотелось им какой-то стильный дизайн такой сделать в стиле ретро. Потому что это, я не знаю... Ну, в общем, это все не удалось. Вот удалось им именно больше всего авиасимуляционная часть удалась. Потому что действительно довольно интересно мочить всех. Наш герой довольно маневренный. Вот сейчас вы можете посмотреть раз, он, видите, как это довольно легко все делается. И то есть вот в итоге авиасимулятор получился лучше, чем шутер. А сейчас я демонстрирую, как там можно захватить корабль пришельца. Кстати, это очень сильно удлинена сценка, я даже частично сократил ее. Вот мы должны уворачиваться от луча и перепрыгивать, как говорится, с одного на другой, чтобы уничтожить ему, вот сзади открыть какую-то панель. Вот видите, наконец, нет, еще не наконец. Ну, наконец, панель оторвана, и вот выходит дядя, чтобы узнать, в чем же дело. Ну и, конечно, зря он это делает. Это для него заканчивается плачевно. Ну и вот наш герой может завладеть и вражескими летательными средствами, ну и наводить шороху на них, уже используя их высокие технологии. Ну а самое еще интересное, что игра, мне кажется, вот ее долго задерживали, вроде типа ожидания было, но в итоге ее решили выпустить как есть. То есть она, мне кажется, абсолютно недоделанная. Она больше похожа на бета-версию. Но, повторюсь, мне очень понравилось вот то, что было создано именно с точки зрения игровой механики. Потому что действительно вот эти перемещения, и используя рюкзак, и используя балконы как укрытие от врагов, которые находятся на другом уровне от вас, это что-то новое. И не так, как говорится, как обычно сейчас сидят все за укрытием и все.